Селям алейкум! Вы слушаете подкаст «Букхане», и я его ведущая Сибия Асанова. За время отсутствия новых выпусков много книг было прочитано, много новых подкастов появилось, ну а я за это время сменила фамилию и немного формат подкаста. Не пугайтесь, «Букхане» как был, так и останется подкастом о литературе. Я лишь немного расширяю его рамки. В новых выпусках будем говорить с молодыми крымско-татарскими авторами, с людьми, которые пишут, читают и просто любят крымско-татарскую литературу. Для меня это интересный опыт, надеюсь, все получится и вы оцените. Идея сменить формат давно вертелась в голове, и вот этот день настал. Но перед тем, как мы начнем, хочу сказать, если вам нравится наш проект, то вы можете поддержать его развитие. Реквизиты будут указаны под этим выпуском. Не зря ведь говорят, талантливый человек талантлив во всем. Так можно сказать о нашей сегодняшней гостье. Певица, музыкант, автор песен, также она пишет прозаические произведения, а в личном блоге Instagram рассказывает детально о прочитанных книгах. Сегодня у нас в гостях Диляра Тюкянджи. Диляра, селям алейкум, хош келден. Алейкум селям Сибия. Мы сегодня будем разговаривать о Рифате Чайлахе. Расскажи, пожалуйста, почему именно этот автор, когда я задала тебе вопрос, с кем мы будем общаться, почему ты именно этого автора выбрала? Потому что Рифата Чайлаха я знаю с детства. Он, так сказать, полный мой соотечественник, потому что он тоже из Судакского района, как и я. И я еще с детства слышала вживую его выступления со своими же стихотворениями, когда я была участницей ансамбля «Сувдане». В Судаке очень много мы выступали, и он выступал вместе с нами. И он был такой зажигалкой, он так просто открывал сердца людей своими речами, и аж тогда он запал мне в сердце, и позже, когда я уже повзрослела, я пошла в библиотеку и читала, по-моему, прочитала все 4 его сборника стихов на данный момент выпущенных. Есть еще те, которые не выпущены, к сожалению. И я поняла, что просто все, что он пишет, это очень созвучно мне, моей душе. На самом деле я так и подумала, что вас объединяет Судак. Я даже себе вот тут записала Судак и поставила знак вопроса, потому что, как мы знаем, Рифат Чайлах, он родился и уже позже снова жил в Судаке. И, конечно, мы будем сегодня говорить о нем. Рифат Ага недавно покинул этот мир, и я думаю, что наш подкаст будет посвящен его памяти, да, так скажем. А что ты можешь рассказать о Рифате Чайлахе? Самая важная веха в его жизни, мне кажется, это его участие в национальном движении по возвращению крымских татар. Он был ярым сторонником, всячески поддерживал и помогал. И как раз-таки стихи он начал писать, будучи в национальном движении. Родился он в селе Утузы Судакского района. Далее он попал в ссылку, как и весь наш народ, в Узбекистан, и там закончил Ташкентский гидромелиоративный техникум. И любовь к Крыму жила с ним с самого рождения, и в Узбекистане он уже начал писать свои стихи. И самый значительный его вклад в нашу литературу, я считаю, что это реально его стихи про возвращение на родину. Они очень воодушевляют людей. Рифат Чайлах. Бу топрақта. Ешіл ада гүзел қырым, менің ана ватаным. Сенде доғды тілім, ерім, қавилешті қанатым. Бу топрақта тамыр атты, хаял, ойым, тақдирым. Дин иманым сенде қатты, сенсің, олым ветірім. Бу топрақта адым атып, дедім ана ве баба. Бақ-бақшалар, гүллер сачып, асрет олдым соң саңа. Бу топраққа сыңды қаным, из көз яшым, йырларым. Сен чүн яшап, сен чүн жаным, бермеге мен азырым. Бағрымда не бар, не йоқ, епсіні сен бердің. Сен олғанда көңлім тоқ, сағлам, күчлі беденім. Сен олғанда мен де барым, ватаным бар, халқым бар. Теміз, татлы, бай тілім бар асретім, судағым. Чоқрақларым, дағларым бар, ақ далғалы деңізім. Жандан севген тоқлығым бар, аслы сілінмес изім. Что отличает поэзию Рифата Чайлаха от всех остальных писателей, которые тоже творили и писали на эту тему? Я считаю, его отличает оптимизм. В поэзии Рифата Чайлаха прослеживается безграничное счастье, возвращение на родину. То есть там нету привязки к тому,
как же плохо. Ну, конечно же, такие же стихи тоже есть, как мы пострадали, печаль, тоска по родине. Но в основном это воодушевляющая поэзия о возвращении на родину, о том, насколько это прекрасно, что мы смогли это сделать. В его стихах прослеживается любовь к своей родной земле, он описывает буквально каждый камешек в родных отузах, и это прекрасно, я считаю. На самом деле, когда ты сказала, что мы будем говорить о Рифате Чайлахе, я тоже начала читать о нем, смотреть, какие у него есть произведения, и из той литературы, которая была у меня дома, мне встречались его произведения, которые как раз-таки посвящены патриотизму, да, возвращению на родину. Но ты мне сказала, что у него есть еще и любовная лирика. Можешь немного об этом рассказать? Да, любовная лирика у него отдельный пласт, очень нежная, он выступает в них. Там не только счастливая любовь, есть и про несчастную любовь тоже стихотворения, и они очень красивые, лиричные. Ну, как я считаю, это показана настоящая мужская любовь к женщине со всем уважением, и это все прописано таким красивым языком. Рифат Чайлах, sevem deyim, sevem deyim, көрсем сені сейлерде, sevem deyim, шынлік көрсем ал yüzіңде, sevem deyim, көрсем қызлар арасында, sevem deyim, көрсем алма бақшасында. Ола вақыт раст келгенде сөйлемеге, жан жүректен сені sevem мен демеге. Білмем, нечун азиз сөзні айта алмайым, білмем, нечун көздеріңе бақа алмайым. Көңіліңде sevgi сезем, бақмасан да, sevem сені деп сен мыңа айтмасан да, böyle sevgi ebedilik мен isteyim. Қайта-қайта гүл давушнен sevem дейім. Диляра, давай теперь поговорим, почему еще личность Рифата Чайлаха тебе близка. Для меня ты всегда была певицей, музыкантом, но оказалось, что ты еще и пишешь. Да. Пишешь стихи, пишешь, как оказалось, сказки. Для меня это было большим открытием. Я, конечно, еще раз убеждаюсь в выражении «талантливый человек талантлив во всем», но тем не менее. Расскажи, пожалуйста, как твое творчество связано с творчеством Рифата Чайлаха, и уже дальше поговорим непосредственно о твоем творчестве. Возможно, мое творчество связано с Рифатом Чайлахом в том, что последние свои произведения я уже пишу на крымско-татарском языке. У него же я взяла идею использовать свои места для этого, то есть, например, в моей сказке локация — это моя родная деревня Айсерес, то есть нечем писать о чем-то, что ты будешь придумывать, ты можешь взять места и истории, с которыми ты жил, в них будет больше души и жизни. И также у меня была пара стихотворений про Айсерес, мою родную деревню, так же, как и Рифат Чайлах постоянно писал про Судак. И еще одна из твоих песен написана на слова Рифата Чайлаха, да? Да. Музыка была написана задолго до, и никакие мои слова не ложились на нее, к сожалению. И я поняла, что я бы хотела продвигать творчество Рифата Чайлаха. К сожалению, он не настолько популярен, насколько другие, возможно, писатели и поэты наши крымско-татарские. И я просто села читать сборник. И когда я прочитала стихотворение «Менім жүрегім десін», я просто услышала, как ритм ложится на мою музыку. Ішке кетсем де, іштен келсем де, сен менім жүрегімдесің, қиметлім. Ұзақта сағынсам, якында қуансам, сен менім жүрегімдесің, қиметлім. Бардым бейазда, боранда, аязда, сен менім жүрегімдесің, қиметлім. Фуртуна қопқанда, қарлар яғанда, сен менім жүрегімдесің, қиметлім. На каких языках ты пишешь, и чем ты вдохновляешься, и что сейчас есть в твоем арсенале? Изначально я начала писать еще в детстве на русском языке. Я помню, это все началось с того, что в школе нам задали написать сказку во 2 классе. Я не смогла ее написать, и за меня написала ее мама. И я тогда была в шоке, как человек придумал что-то из головы, и для меня это было делом принципа тоже научиться самой. Я написала тогда, у меня была тетрадка, я написала очень-очень много сказок на русском. Потом
в подростковом возрасте я все это сожгла. Ну, рукописи не горят, как говорится, да. И я потом к этому вернулась. И в прошлом году я участвовала в литературном марафоне, который проводится в Америке, но я не официально в нем участвовала, а сама по себе. Там были задания как бы за месяц написать произведение. Давались какие-то напутственные слова и так далее и тому подобное. Каждую неделю ты читал слова. И я решила вернуться к сказке, которую я написала еще в детстве. Она была на русском языке, но я ее переделала. То есть я взяла ее основу и писала на крымско-татарском уже, переместила своих героев в Айсерес, свой любимый, и далее добавила волшебные моменты в этой сказке. Эту же сказку я посылала на конкурс Харам Инжира. К сожалению, она там ничего не выиграла, но я считаю, что я хочу еще отдать ее редактору. То есть одно дело, когда ты сам пишешь, ты смотришь со своей точки зрения, но когда редактирует тебя совсем другой человек, он уже видит другие вещи, которые хочется отредактировать. А пишешь ты на литературном языке или же на судакском диалекте? На литературном стараюсь. Что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют отношения с людьми. То есть это мои близкие люди. В разговоре с ними я очень часто ловлю себя на том, что ко мне приходит просто огромное количество идей. Далее меня вдохновляет история нашего народа. Я черпаю из нее силы. В основном позитивные моменты хочется оттуда выносить для себя. Также наша природа. Природа... Я могу даже не быть в каких-то красивых местах, но даже представлять их, и уже в голове роится миллион идей. Но в основном это отношения, конечно, с людьми. А расскажи, так давай еще раз вернемся к твоей сказке. Расскажи, о чем эта сказка. Сказка о 4 друзьях, 2 мальчика и 2 девочки. Это в некотором смысле даже автобиографично, потому что у нас в селе это как-то некоторые воспоминания моего детства просто слились туда с элементами, которые я добавила уже позже, волшебными. Мы с сестрой жили на улице с 2 мальчиками, тоже нашего возраста. У нас было очень много детей, но именно нашего возраста было 2 мальчика, и мы очень хорошо дружили и всегда сочиняли какие-то игры все вместе. И сказка начинается с того, как нам бабушка рассказывает легенды наших скал айсересских. И это все основано на реальных событиях, потому что эта бабушка рассказывала нам эти легенды, и с одной из этих легенд начинается история путешествия этих 4 друзей, которые хотят найти еще их. Где можно почитать эту сказку? Пока нигде, но в перспективе, когда меня ее отредактируют, я думаю, что я сделаю, кроме того, что я хочу выпустить ее на бумажных носителях, также будет электронный вариант. Я еще знаю тебя как человека, который не просто занимается, своим делом. Сейчас мы уже узнали, что ты пишешь и музыку, и стихи, и играешь на музыкальных инструментах, но еще ты с недавних пор начала проводить языковые марафоны, да? Она телемарафона. Расскажи, пожалуйста, как возникла эта идея, и, в принципе, с моей точки зрения, как я наблюдаю, то люди интересуются, люди участвуют, им интересно, и расскажи, откуда возникла такая идея, и хочешь ли ты продолжать? Во-первых, да, хочу продолжать, потому что меня просят сами участники об этом. Идея возникла у моей подруги, когда я в блоге своем каждую пятницу выходила в эфир на крымско-татарском языке разговаривать. Она говорит: Диляра, ты там рассказываешь какие-то интересные вещи, я как раз рассказывала там про Бекира Чубаназаде и про литературу нашу крымско-татарскую. И она говорит: был бы какой-то марафон, чтобы мы могли хоть как-то это все использовать. И эта идея зародилась, и буквально за 2 недели она окрепла во мне. И сразу я хотела как-то привязать к какой-то значительной дате в нашем народе. Я взяла день нашего флага крымско-татарского 26 июня и целую неделю проводила марафон. Мне очень помогли люди, которые просто присоединились ко мне. Я хочу выразить, если можно выразить, благодарность Айдеру Аджвапу, создателю платформы DR. Он мне очень сильно помогал с конструированием всех заданий. То есть я говорю идею, а он говорит мне уже конечный результат, как это может выглядеть. Очень сильно помогал мне Веселемен Усман, журналистка газеты Яна Дунья. Она тоже добавила мне задание. Моей сестре Эмне Тюкенчи, которая сделала открытки для всех
участников и помогала мне просто каждый день проверять задания, потому что в чат добавилось 300 человек. Я вообще не ожидала, потому что я думала, ну, будет человек 10 максимум. А тут произошел такой резонанс, и люди воодушевились. Они меня спрашивали, когда же будет следующий марафон, и я решила, что в октябре его тоже нужно провести. Вот провела его в октябре. К смету ОСА вот готовлю новые интересные форматы. Идея была марафона в том, чтобы показать, что язык можно использовать в быту, в совершенно в таких делах, которые мы делаем каждый день. То есть мы смотрим фильм, мы можем посмотреть его на крымско-татарском. Мы слушаем песни, мы можем выучить слова этой песни, если она нам нравится, да. И вот такие вот были задания, больше связанные с тем, что по 5 минут на задание тратишь время, и чтобы оно было не в напряг. Вот такой момент хотела обсудить. Как ты думаешь, какие трудности стоят перед современными крымско-татарскими авторами? Ну, вообще, старшего поколения помощь, она всегда нужна, и всегда можно найти ее. Я знаю, что наши писатели и поэты современные, они, конечно, всегда готовы помочь и протянуть руку помощи. Но в первую очередь ты должен помочь себе сам. На каком бы языке ты ни писал, ты должен быть начитанным. А если ты хочешь писать на крымско-татарском, ты должен быть начитан крымско-татарскими произведениями, чтобы у тебя отложилось это все, как писать, как формулировать свою речь, это все можно найти в книгах. И я считаю, что просто если мы будем знать свою же литературу, мы будем писать на ее основе еще лучшие произведения, современные. Сейчас вот у нас в крымско-татарской литературе такой незадействованный пласт подростковой литературы, ее просто нет. У нас очень много произведений пишется сейчас, и это очень радует для маленьких детей, очень с яркими картинками, и это очень воодушевляет на начальных этапах родителей учить языку ребенка, а потом все. То есть, когда ребенку становится 10-12 лет, он же не будет читать про всяких насекомых мини-книжечки. Ему хочется уже что-то интересное, наподобие Гарри Поттера того же, да, или Таймлесс, которые были очень популярны среди молодежи. И дальше у нас такой вот разрыв идет подростковой литературы, и дальше 20+ читается. И если у нас, конечно, найдутся авторы, пишущие для подростков, это будет огромным вкладом в нашу литературу и в развитие языка тоже. Топ-5, а возможно топ-3 ты можешь выделить крымско-татарских произведений, которые ты считаешь, что вот must have, просто обязательно нужно прочитать? Первое — это «Козьяж Дивара Шреф Шемизаде». Я считаю, что вот с этого нужно начинать просто любое изучение, глубокое или только поверхностное крымско-татарской литературы. Второе, наверное, «Французские письма» Гаспринского, потому что это почти... Я где-то читала, что это самое известное в мире крымско-татарское произведение автора. И третье, наверное, я бы посоветовала сборники стихотворений различных наших поэтов. Есть очень классный сборник «Кунештен Барпарча», он выпущен очень давно, и там как бы антология крымско-татарской поэзии. И даже людям, которые не знают нашего языка, там будет перевод на украинский язык. И с этого, я думаю, было бы классно изучать и знать основы нашей литературы. А что бы ты могла пожелать молодым авторам и, в принципе, молодежи крымско-татарской? В какой-то момент ты должен осознать, что почему ты изучаешь в школе, например, зарубежную литературу, русскую, украинскую, а почему ты свою не знаешь? Мы не знаем, а она такая же, на том же уровне, она прекрасна, она представлена, в ней очень много интересных самобытных авторов, которых желательно знать. Это просто расширит наш кругозор, позволит взглянуть внутрь себя, внутрь нашей коллективной памяти крымско-татарской. И если что, в помощь для этого у меня есть телеграм-канал «Эдебият», крымско-татарская литература, в которой я сама начала изучать ее и делюсь своими находками в интернете, чтобы было легче искать, потому что я знаю, что многие просто не пойдут в библиотеку ради этого. Я вот постоянно говорю об этом, что нам все-таки нужна наша электронная крымско-татарская библиотека, в которую ты зайдешь, и вот тебе... Да, чтобы была возможность всем, сидя дома, изучить. Да. Диляра, что в ближайшее время ожидать от тебя и твоего творчества? Сейчас я сделала немножечко упор на музыку. К смету ОСА будут выходить новые песни, возможно, альбом в скором времени выйдет. Но на литературу сейчас тоже у меня большие планы. Сейчас я как раз усиленно занимаюсь изучением драматургии. Что читаешь? Читаю на данный момент Сида Филда «Киносценарий». Основа написания американских киносценариев. Это очень интересно в плане не только именно киносценариев. Там описана именно драматургия, которая нужна для любого произведения, для сторителлинга и тому подобное.
очень полезная книга, которая все ставит на полочки, на свои места. Я считаю, что это must-have для чтения для писателей молодых. И, кстати, к этому must-have могу добавить «Дзен в искусстве написания книг» Рэя Брэдбери. Очень, очень вдохновляющая книга. Он меня, собственно, тоже подвигает на то, чтобы писать, не забрасывать это все. Диляра Чохсагул, очень было приятно пообщаться. Мне Я тоже думаю, что наш выпуск получится очень интересным. И в завершении давай что-то из твоего прочтем. Прочту стихотворение Айсерезам, которое я написала в 2012 году. Это как раз был момент моего переезда из Айсереза в Белогорск. И я очень сильно чувствовала утрату своих родных мест. И тогда же я написала это стихотворение. Айсерезам. Менің доғмышкойым ветопрағым, ялы бойында ерлешкен ватаным. Айсерез, айсерез сызлаған жүрегім, ұнытмас сені ешбір вақыт. Сағынам әр вақыт, әр саат, жүрегім сызлай, ағлай, ама біл, мен сені ұнытмам. Сен менің нефесім ве аят.